Владимир Ильич Ленин возглавил революцию 1917 года, привел Российскую империю к распаду, к гражданской войне, разрухе и голоду. Деньги на разрушение России большевики получали от Германии, от Америки, также грабежей банков, почтовых отделений, вокзальных касс. Ленин из Швейцарии в 1905 году призывал молодежь в Петербурге обливать кислотой полицейских в толпе, лить с верхних этажей кипяток на солдат, использовать гвозди, чтобы увечить лошадей, забрасывать улицы ручными бомбами. В качестве главы советского правительства Ленин рассылал по стране свои наказы. В Нижний Новгород пришла бумага следующего содержания: навести массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров. Ни минуты промедления. А как вам ленинский наказ в Саратов: расстрелять заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты? Русофобия Ленина сегодня мало изучена. Все это идет из детства. У него не было ни капли русской крови. Мать его была немкой с примесью шведской и еврейской крови. Отец – наполовину калмык, наполовину чуваш. Ленин воспитывался в духе немецкой аккуратности и дисциплины. Мать постоянно твердила ему: русская обломовщина, учись у немцев, русский дурак, русские идиоты. Среди тех страшных ленинских документов как раз особо жесткие приказы были по уничтожению соотечественников. Например, сжечь Баку полностью, брать в тылу заложников, ставить их впереди наступавших частей красноармейцев, стрелять им в спины, посылать красных головорезов в районы, где действовали зеленые, вешать под видом зеленых. Мы потом на них и свалим чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей. Кстати, деньги за тайно повешенного, первые ленинские премии, оказывались единственными премиальными в стране. А на Кавказ Ленин периодически отправлял телеграммы следующего содержания: «Перережем всех». Помните, как Троцкий и Свердлов уничтожали российское казачество? Ленин тогда оставался в стороне. Сейчас найдена официальная телеграмма вождя Фрунзе по поводу поголовного истребления казаков. А это знаменитое письмо Дзержинского вождю от 19 декабря 1919 года о содержащихся в плену около миллиона казаков. Ленин тогда наложил на него резолюцию: расстрелять всех до одного. А вот одно из писем Ленина к Сталину: пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной. Ленин настаивал на расстрелах за нерадивость и нерасторопность. Например, 11 августа 1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: повесить, непременно повесить, чтобы народ видел, не менее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подобрать людей потверже. В конце 1917 года, когда Ленин возглавил правительство, он предложил расстреливать каждого 10-го тунеядца. И это в период массовой безработицы. Ленин боролся с религией. Вождь ненавидел и громил только русскую православную церковь. Так, в день Николая Чудотворца, когда нельзя было работать, Ленин издал приказ от 25 декабря 1919 года: мириться с Николой глупо, надо поставить на ноги всю чрезвычайную комиссию, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы, то есть пропустивших субботник при погрузке дров в вагоны в день Николая Чудотворца 19 декабря. Мало кто знает о ленинском документе от 1 мая 1919 год номер 136662, адресованном Дзержинскому. Вот его содержание. Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады.